Помощник президента России по экономическим вопросам Аркадий Дворкович выступил с неожиданным предложением – отменить стипендии для студентов. Он назвал их неправильным сигналом и посоветовал учащимся зарабатывать самим. Однако, если в большом городе найти подработку еще можно, то в маленьком заработать студентам очень сложно. В прессе, как реакция на заявление Дворковича, появились комментарии, согласно которым вопрос об отмене стипендий не является особенно острым. Ведь стипендий, как выплат, позволяющих как-то жить во время учебы, в России все равно нет. Существовать на 1000 рублей невозможно никаким доступным человеку способом. Я вот живу даже сам в Парме, но мне стипендии-то не хватает на проезд даже. Если нам дают половину скидку, все равно этой стипендии не хватает. Там выходит больше 1000 рублей. Политические партии тоже отреагировали на заявление помощника президента. ЛДПР, например, выдвинула на рассмотрение законопроект, согласно которому стипендия должна быть не меньше 80% от минимального размера оплаты труда. Таким образом, базовая часть стипендии составила бы около 4000 рублей. С ЛДПР согласилась и усинская молодежь. На объявление в интернете о готовящемся пикете откликнулось около 50 студентов усинского филиала УГТУ и техникума. Мне подсказали посмотреть у нас на усинском сайте. Я посмотрел и заинтересовался этим. Думаю, как это все-таки касается и меня тоже, и не только меня. Думал, стоит сходить на такое мероприятие. Ну а пока студентам техникумов и вузов все-таки приходится подрабатывать. И понятно, что из мальчишек, которые ночью таксовали или разгружали вагоны, днем получатся плохие ученики. А значит и плохие специалисты в будущем. А это уже проблема национального характера.